Фактически перевозкой пассажиров раньше мог заниматься любой водитель, зарегистрированный в агрегаторе через приложение. Либо вообще без регистрации. Достаточно было установить на машину шашечки и встать у вокзала или аэропорта. Теперь вступивший в силу федеральный закон регулирует все отношения, касающиеся перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Одно из главных требований у водителей должно быть разрешение на работу в такси. Перед началом работы водителю такси необходимо получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Заявления подаются по месту жительства, если у водителя заключен трудовой договор с перевозчиком. Разрешение можно оформить бесплатно. Индивидуальные предприниматели, которые лично управляют такси или самозанятые, могут получить разрешение, если заключат договор со службой такси. Все службы такси и агрегаторы смогут передавать заказы только тем, кто есть в реестре перевозчиков. При этом, если у водителя заключен трудовой договор со службой заказа такси или агрегаторами, то разрешение можно не получать. Это забота перевозчика. Последний, кстати, теперь сможет передавать заказы только тем, кто есть в реестре перевозчиков. Попасть в него можно в том числе и со статусом самозанятого. Физическому лицу необходимо зарегистрироваться в налоговом органе как самозанятый. В принципе, у нас наплыв физических лиц, которые стали самозанятыми, у нас ощущается. Это с 1 сентября прошлого года. Но, как показывает практика, нарушений в сфере легкового такси хватает достаточно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пассажиров. Вот 12 еще. В первую очередь все эти нововведения направлены на снижение аварийности на дорогах. Только за первую половину года в республике зарегистрировали 20 ДТП с участием легковых такси, в которых погиб 1 человек и 26 получили травмы. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск.